Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить якутскую лепешку. Тут у меня просеянная мука, смешанная пшеничная и ржаная. Она уже просеяна, примерно грамм 350, и на всякий случай тут у меня еще мука, если вдруг не хватит. Так, здесь соль, чайная ложка соды и столовая ложка сахара. Так, наливаем сюда грамм 300 кислого молока, кефира, солода. Ну что у вас под рукой есть, то наливаем. Разбавить нужно водой. И должно быть у вас это все комнатной температуры. Замешиваем тесто. Если не хватит муки, то я еще добавлю из запасной. Так, вот такие лепешки раньше пекла моя бабушка все время. И вот сейчас я тоже печем дома такие лепешки. Так, тесто у меня получилось жидковатое, поэтому буду добавлять. В принципе, ничего страшного, но забивать нельзя. Лепешка не должна быть, тесто не должно быть слишком крутое. Так, что-то у меня липкое получилось. Немножко. Если прилипает, то можно руки смочить маслом растительным. Так, и потом кладем пакетик или мисочку и оставляем отдыхать на 15-20 минут. Так, ну вот тесто у нас отдохнуло. Так, обычно вот с этого можно, конечно, сделать одну большую лепешку. Можно сделать, ну там чуть-чуть липкое, но я обычно делаю такие маленькие лепешечки. Так, придется припилить, что-то оно, кажется, не отдыхало, как говорится. Так, потом делаем такие кружочки. Так, и пока тоже убираю мешок, буду лепить лепешки. Даже если тесто немножко липкое, ничего страшного, забивать его слишком не надо. Лепешки будут жесткие. Бабушка моя делала такие большие лепешки, а я буду делать маленькие. Я обычно делаю маленькие. Должна быть разогрета на 180 градусов. Мама моя рассказывала, что бабушка наша делала такие лепешки и с икрой сырой, и с творогом, чтобы сэкономить муку во время войны, после войны. А мы сейчас, конечно, делаем уже просто вот такие лепешки. Так, теперь, так, смазать можно яйцом, но я вот сегодня просто руками смажу их маслом растительным. И можно еще сверху присыпать мукой чуть-чуть. Тогда получится, что когда лепешки спекутся, такой как налет, как на бородинском хлебе. Тоже будет симпатично очень. Ставим в духовку. Но прежде чем поставить в духовку, надо вилкой наколоть, чтобы не сдувались в ненужных местах. Около 25 минут. На глаз, у кого какая духовка, будем проверять. Так, достаем. Вид у них слегка бледноватый, но вот если яичком помазать, то будет куда лучше. Красивее. Но они испеклись. Так, вот эти две мы просто так отложим. Чего так сделать? Так любят обычно дети, да? Мы просто подумали, почему можно мексиканские лепешки с начинкой и так далее. Любые можно. Значит, можно и якутские. Так, и вот можно так колбаску положить, посыпать сыром, помазать кетчупом. Вот тут я приготовила кетчуп и забыла. Так, и вернуть в духовку до сыр расплавился. Вот, дети любят вот так. Лепешки пропеклись, вот они мягкие. Разломать вот так получается, видите, да? Соды достаточно. Тут было меньше чайной ложки соды.